Добровольцы из Коми, участники специальной военной операции Максим Перепелицын, руководитель отделения Союза добровольцев Донбасса в Коми, и Павел Арасланов рассказали о том, как сегодня экипируют призванных по частичной мобилизации и о чем стоит позаботиться самостоятельно. Оба наших земляка ездят на передовую на протяжении всех 8 лет. За эти годы повидали многое, а потому решили, нужно поделиться своим опытом. Детали в репортаже Ксении Мишариной. О своей награде за заслуги перед Отечеством второй степени Максим Перепелицын рассказывает скромно. Говорит, защищать родину – долг каждого мужчины. Еще в 2014 году сыктывкарец отправился добровольцем на Донбасс. С тех пор военная служба стала его профессией. Опытный боец рассказывает, как сегодня экипируют призванных по мобилизации бойцов. У нас многие люди спрашивают и говорят, что им ничего не выдают, якобы все это вранье. Происки различных организаций для этих пятых колонн и так далее. То есть бронежилеты дают, каски дают, да, также спальники дают, все дается. Старается, да, наше правительство выделить побольше, но для удобства все берут еще свои какие-то вещи. Боевой товарищ Максима Перепелицына, наш земляк Павел Арасланов, рассказывает, каждому призывнику выдается основной комплект экипировки. Зимняя и летняя формы, бронежилет, каска, берцы, носки, ремень, подсумок и 4 магазина. Кроме этого, они получают спальный мешок, коврик, плащ-палатку и сухпайок. Боец ездит на передовую тоже с 2014 года. Цели у всех разные. Кто-то едет из чисто патриотических побуждений, то есть непосредственно на защиту Родины. Лично я руководствовался тем, что я не хочу, чтобы подобное событие проходил мой сын. И, соответственно, я стремлюсь к тому, чтобы этого не повторялось. Новые берцы натирают ноги. Бойцы рекомендуют брать с собой смягчающий крем или сразу купить удобную обувь. Это касается и медицинской аптечки. Общевойсковая выдается каждому, но лучше, чтобы их было несколько, ведь ситуации могут возникнуть разные. В каждую аптечку нужно положить 2-3 жгута, несколько обычных и эластичные бинты, перекись водорода, ножницы и скальпель. Мы берем с собой еще аптечки. Аптечки желательно, чтобы было хотя бы 2. То есть, понятно, одна, допустим, у меня на груди вот здесь висит, вторая у меня висит здесь сзади. Собрать не только амуницию, но и всю волю в кулак крайне важно для солдата, ведь многое зависит от его настроя. Опытные бойцы говорят, выполнение боевых задач – это и долг перед Родиной, и работа, а к работе нужно подходить ответственно, слушать, слышать, а главное – учиться. Не надо думать, что вы сейчас вас мобилизовали, говорю, вас сразу куда-то там в бой отправили. Нет, вас обучат. Вас никто не отправит на передний край фронта, да, чтобы вы пошли без опыта. Вас все равно будут муштровать. Вы перейдете за ленточку, вы там будете также обучаться, если вы хотите. Если вас не обучают, вы настаиваете на этом. Но на передний край вас никто не пустит. Первый край пойдет либо военнослужащие обычно, потом идут уже Донецкая, Луганская республика, но у них опыт тоже уже большой, колоссальный, с 2014 года. И потом уже идут мобилизованные, обычно идут третьим кольцом. Зачастую солдаты перестают выходить на связь, и это объяснимо. Высока вероятность навести на себя вражескую артиллерию. Конечно, в такие моменты те, кто остался дома, переживают за своих близких. На вопрос, как быть женам и матерям мобилизованных, их детям, военные отвечают спокойно. Главное – ждать. Любой боец всегда возвращается туда, где его ждут. Ксения Мишарина, Олег Юшков, телеканал Юрган.